Поэт, прозаик, драматург, литературовед, таржымху, журналист. Змолылы профессия жолжуар Гурчиев, Шоухула Азмат-Гири. Саили Мукам Хадабац. Строки его стихов всегда будут отзываться в сердцах читателей, ценителей творчества Азмат-Гири Гурчиева. Для него родной язык был больше, чем возможность говорить и излагать свои мысли. Он на нем думал и писал так, что каждое слово имело свой особый смысл. Писателю, классику ингушской литературы, журналисту и просто невероятно талантливому человеку сегодня исполнилось бы 80 лет. Он рано ушел из жизни, но след оставил такой глубины, что запомнили многие. Поэта yazol uchun kirdi met bo'lq. Mot bo'l bat metl yazdij necha yo'li literaturani naqlch. Ish necha yo'lish g'alg'ay metl dik duqa yazolish qalacharabi ordinoshka dir shudujvoli поэт, журналист Хинна Гурчиев Азмат-Гири. Творческий вечер проходит в кругу самых близких, родственников, друзей, писателей, журналистов, всех, кто был лично знаком с мастером пера и любит его творчество. Он писал для всех и отдельно для каждого. В его произведениях нет случайных строк. Азмат-Гири Гурчиев был скромным человеком. Собравшиеся вспоминают, насколько ему было важно дотронуться до сердец своих читателей. Всегда был открыт для диалога. Он всегда помогал молодым. Молодые всегда это подчеркивают, что он был мягкий, очень доброжелательный. И если он делал замечание, он делал это замечание очень мягко. В своих стихах он всегда призывал к этой мягкости в отношениях, всегда призывал к соблюдению лучших адатов ингушского народа. Я Азмат-Гири в Казахстане пошел в школу и, кажется, закончил школу. За перо он взялся впервые, еще будучи школьником. Первые поэтические опыты юного писателя сначала появились на страницах Назранской районной газеты «Путь Ленина» и позже стали публиковаться в общенациональной газете «Сердало» и в альманахе «Утро гор». Блестящее владение ингушским языком открыло для мастера возможность стать диктором чечено-ингушского радио. В 1980 году он пришел в коллектив старейшего в стране печатного издания «Сердало». Среди самых известных его работ поэма «Халк Муастаги», «Луамун Уйри», Садига Безм Галгайчи. И не только. Он не прощал небрежного отношения к родному ингушскому языку. Для него было важно воспитывать подрастающее поколение заботой и ценностью о родной речи. Азмат-Гири Гурчиев преподавал ингушский язык и литературу в первой школе родного села Икажева. Родной язык ингушский говорят. Может, отдавай из сага говорит, я согласен. Меня метра дикса говорит. Мот ахур бар. Алай мотни. Цен зангичин, цен вакынчы мот тартарлыж бар. Цен ученик жиби. Вот ученик шхила я шудыш вашакит. Угурчи Азмат-Гири учит мори. Ли хилы цар сахта хава цодут самголырца. Азмат-Гири Гурчиев ушел из жизни 7 мая 2011 года, оставив о себе добрую память в сердцах всех, кто его знал. Его главным оружием всегда была улыбка, за которой пряталось доброе сердце, ранимое и такое прощающее. Он стойко выдержал все жизненные испытания и по праву стал гордостью своего народа, ценителем ингушского языка и богатой ингушской культуры. Лина Цичоева, Султан Булгучев, Магаз 24.